Значит, сегодня я услышал пожелание, я получил фидбэк по вчерашнему занятию, по неделе назад, и понял, что было мало дано вам слова, и было слишком коротко, слишком мало времени. Вот что я услышал, поэтому сегодня у нас план такой. Первый час занимаемся тем, что я тут наработал, придумал, и обсуждаем это. Второй час обсуждаем фильмы Льва, кто посмотрел. Статьи Татьяны, кто прочитал, потому что я все это прочитал, естественно. И обсуждаем это тоже в связи с сюжетом и с тем, куда движемся дальше. И третий час – свободное обсуждение, где просто каждый, кто что хочет, может высказать, и мы это тоже все запишем. Поэтому сегодня, будет длинное занятие с перерывом. Час поболтали, пообсуждали, перерыв небольшой, минут 5, снова поболтали, пообсуждали. Кому все устраивает. Я записал 3 лекции, потому что я поменял комп, и теперь лекции стали очень много весить. Я нашел способ, как это исправить уже после того, как их отправил Владу, поэтому я думаю, что следующее будет длиннее и меньше весит, будет легче выложить. Значит, сегодня мы поговорим про сюжет, про то, что я придумал. А как я к этому пришел, можно будет посмотреть в лекции. Существует некий нормальный мир героя, в котором он существует, в котором, обычная ситуация. После этого происходит какая-то проблема. Она же провоцирующая обстоятельство, она же провоцирующий инцидент, она же первый поворотный пункт. В общем, миллион. Но мне нравится, как это называется в Good Story, потому что это сразу дает понимание того, что это за нахрен. А проблема – это то, после чего герой больше не может жить, как он жил. Потом идет усугубление первого акта, то есть развитие этой проблемы, она становится все хуже, хуже и хуже. Вот Влад скинул. После этого происходит акт-брейк. Акт-брейк – это переворачивающая ситуацию, события полностью переворачивающие на 180 градусов, после которой герой больше не может действовать так, как он действовал в первом акте. После этого после акт-брейка, происходит усугубление второго акта, в котором герой, действуя в новых обстоятельствах, попадает в полнейшую катастрофу, которая приводит его к кульминации. Кульминация – это высшее столкновение темы и контртемы, антагониста, протагониста, там, хорошего, плохого, добра, зла, и происходит, значит, синтез этого всего, победа добра или победа зла, в зависимости от того, меня слышно, должно быть слышно. Махните, Саша, махни рукой, если меня слышно. Все, спасибо. Просто мне нужно, дайте немножко обратной связи, у меня иногда пишет соединение неустойчивое, я не знаю, меня слышно, нет? Все хорошо, Вов, все После хорошо. этого происходит После этого, значит, добро-зло побеждает, кто-то побеждает, остается один, и происходит резолюция. Резолюция – это вывод. То, что мы с вами в нашей системе называем высказывание, которое уже в драматургической форме облечено и уже в ней, значит, существует. Я когда на втором часе перезапущу Zoom, он даст демонстрацию. И там я все это покажу. Значит, мы с вами на прошлых всех занятиях весь месяц занимались тем, что мы выясняли, кто у нас действует и что мы делаем. У нас действует героиня, которая удмурт, приехавшая из Москвы и Казани. Я сейчас все больше склоняюсь к Казани. Мне это кажется более легко, постановочно. Пришли интересные идеи, особенно Татьяна Владыкина написала целый рассказ про то, что там происходит. Там даже есть варианты, я его разбираю в лекции, сейчас повторяться не буду, но там очень много классных образов, но сюжета там нет, поэтому мы сейчас его будем создавать. Что я придумал? Как придумал, это уже будет в лекции, что придумал, сейчас попробуем судить. Значит, у нас есть получается, таких важных, четыре важных пункта. Это проблема, усугубление первого акта, акт-брейк и усугубление второго акта. С кульминацией мы более-менее разобрались в самом начале, потому что мы знаем, что будет столкновение с антагонистом и победа героя. Поэтому возникает вопрос, что за проблема? Поскольку мне хочется, и я пока что на этом настаиваю, потому что мне это кажется интересно и в рамках удмуртского национального характера, и в рамках современного зрителя, я хотел бы взять героиню с депрессией, с депрессивным расстройством, тревожным расстройством. Происходит у нее следующая проблема. Она получает сообщение. Я пока не знаю, это будет сообщение, звонок это будет, или, как Татьяна Владыкина удачно написала, телеграмма. Мне кажется, что это очень настолько кайфово, что это очень, очень классно.
и что герой не приходит телеграмма, как похоронка какая-то, очень классная. Героиня, ну мы знаем, да, предысторию, что героиня потеряла брата в лесу и не общалась с отцом, уехала в Казань, пока в Казань. В Москву я пока, и говорю, меня тревожит Москва, я не хочу в Москве снимать, это очень большой заеб, поэтому лучше перенести поближе к Надько. И она получает месседж от отца. Отец говорит, что он ее прощает и хочет с ней помириться, не хочет больше, чтобы чтобы все было хорошо у них, наладить с ней отношения. Героиня после этого подрывается домой, чтобы с отцом, значит, пообщаться и с родными. Она приезжает домой и узнает, что ее отец мертв. И она не понимает, посылал он это сообщение или нет. Ей очень хочется верить, что отец посылал это сообщение. Но ее брат, который коренной удмурт, как мы говорили, он считает, что этого не могло быть, потому что отец не мог ее простить. А мать говорит, что она, ну, как говорит, опять же, информация такой наш герой получает, что что он не мог послать это сообщение, потому что у него не было доступа к телефону. Параллельно с этим в поселке, в селе или в поселке городского типа нашем, пока мы еще разбираемся с этим, где это, начинают происходить странные загадочные смерти. Люди умирают, кто-то, может быть, повесился, кого-то в лесу нашли, кого-то зарезали. Начинают происходить, значит, смерти. И параллельно с этим, в те ночи, когда происходит убийство, с героиней начинает связываться дух ее отца. Но он связывается не в смысле появляется душа, там призрак какой-то. Он какие-то детали, она разбросала одежду перед тем, как спать лечь. Просыпается, одежда собрана. Параллельно с этим, все это происходит же в доме, где прямо сейчас лежит покойник, потому что по ритуалам, которые вычитал Николая Анисимова, удмурты 3 дня не хоронят покойника, он все еще лежит на месте. И это очень жутко, потому что мы начинаем думать, что покойник ходит. Но самое жуткое в этом даже не это, а то, что героиня хотела бы, чтобы папа ходил. То есть для нее события, происходящие, не вызывают ужаса, какой он вызывает у зрителя, не вызывают тревоги и беспокойства. Героиня хочет, чтобы папа появился, она хочет, чтобы он сказал, что она хочет прощения, она хочет с ним контакта, она хочет этой любви отцовской. И это такая форма для нее немножко тревожная, но в то же время очень желанная для нее. Татьяна, здрасте. Здравствуйте. Татьяна, здрасте. А я хвалю ваш сценарий. Да, спасибо. Да. Я разбираю его в лекции. Татьяна, я сейчас не буду подробно останавливаться. Просто мы сейчас говорим про сюжет. Давайте я повторю по-быстренькому. Героиня живет в большом городе, уехала из деревни, и она потеряла брата в лесу в детстве, как мы обсуждали. Потом ей приходит сообщение, Татьяна ей приходит, о том, что ее отец хочет с ней помириться. Хочет, чтобы они снова разговаривали, потому что они не разговаривали до этого. У них были плохие отношения. И он говорит, что он хочет помириться. Героиня приезжает и узнает, что отец умер. И начинает разбираться, правда ли он прислал ей это сообщение или неправда. Параллельно с этим в поселке начинают происходить таинственные смерти. И параллельно с этим, в те дни, когда появляются эти смерти, дух отца приходит к героине и пытается с ней общаться. Подробности уже в лекции я написал, я просто говорю общую канву. Это усугубление, значит, если по системе Good Story Media, то проблема – это месседж от отца, что она хочет помириться, после которого героиня не может жить, как она жила. Усугубление первого акта – это тот факт, что героиня приехала, а отец умер. И все, что происходит вокруг этого события отец умер, вокруг этого разворачиваются, значит, вот эти мистические события, с одной стороны, с другой стороны, похоронные обряды и подготовительные обряды покойника, которые вычитал Николая Анисимова, и хочу их в наш сценарий вставить. Там будет, вот эти все обряды, песни, значит, записанные на аудио песни покойника, поминальные какие-то вещи, быт. Вот это все мы берем. Это все в первом акте. После этого должно произойти акт-брейк, перемена, которая полностью ломает ситуацию. И в нашем случае акт-брейком является то,
что деревенские хоронят отца таким образом, чтобы его дух больше не мог навещать героиню. Это тоже есть у Николая Анисимова в его истории, что делать, если покойник ходит. И вот мы это сделаем. То есть будет специальный ритуал, который позволит покойнику не появляться. Там его похоронят лицом вниз, и там еще куча всего, я сейчас не воспроизведу, но вкратце. Мы берем этот ритуал. Плюс мы пользуемся... Лев, я посмотрел ваш замечательный фильм. И более того, я посмотрел все их, и мне очень понравилось, и мы это отдельно обсудим во втором часу. Сейчас мы просто говорим про то, что я у вас украду много чего. И потому что это потрясающая фактура. И я вижу, сколько души вы вложили в эту историю, и просто я глубоко был пронзен этим. И мы обязательно поговорим об этом во втором часу. Сейчас мы говорим только про сюжет. Вот происходит акт-брейк. И сейчас по этой штуке вы видите, насколько это переворачивает события для героини. То есть героиня, которая хотела общаться со своим отцом, пусть даже при том, что он умер, теряет эту возможность, потому что его закопали, и больше он не ходит. После этого героиня, чтобы продолжить общение с отцом, она, дальше вот тут у меня пробел, потому что, с одной стороны, я посмотрел фильм «Льва» и почитал статьи Татьяны, где и ее сюжет, ее историю, в которых описывается, каким образом можно продолжить коммуникацию с покойником. Я так понимаю, история про Кушак и на могильном камне – это вот оно. Про то, каким образом покойника, который уже не может с тобой говорить, снестись, снова пробудить не к жизни, а вот к контакту какому-то. Героиня совершает этот поступок. И это, то есть это уже не акт-брейк, это реакция героя на акт-брейк. И происходит усугубление второго акта, который заключается в том, что отец возвращается. Но отец возвращается злым. Отец не возвращается добрым, который заправлял ей кроватки, оставлял ей подарки, который там как-то скребущал ей какие-то любимые ей мелодии, значит, уголком, мышкой там, значит. А вместо этого он возвращается и начинает требовать кровавую жертву. И начинает говорить, что ты должна была, Саша, Сережа, ты должна была остаться в том лесу вместо брата, и теперь ты должна умереть. А если ты не умрешь, то я убью твоего брата, убью твою мать. Ну, ты сама должна выбирать. Ну, мы говорили об этом в прошлый раз. Про то, что это должно стать кульминацией. И героиня, которая только что была с любимым папой, только что пробудила любимого папу, пробудила монстра. И параллельно с этим, естественно, я не знаю, будет ли там, я думаю, что должно быть очень много убийств. Мне бы не хотелось превращать это в слэшер. Я думаю, что будет 3-4 максимум смерти, которые просто подготовят зрителя к тому факту, что опасность реальна для отца, опасность реальна для героини, опасность реальна для ее родных. И вот здесь происходит момент, что героиня должна выбрать, кого она отправит в лес, себя, значит, или родных. И кульминация, то, что мы уже говорили, она отправляется в лес, побеждает антагониста. Выясняется, что если в первом акте действительно действовал отец, добрый, любящий, который хотел с ней наладить отношения, но не успел пока был жив, то во втором акте действует наш антагонист, про которого мы проговаривали в «Мире героя» на прошлой лекции. Проговаривает антагонист, который, прикрываясь тем, что отец Туно умер, и он, значит, в каком-то существует в этом межпространстве, пытается, прикрывшись как бы вот его появлением, совершать свои злодейства. И это делает антагонист, героиня его разоблачает, героиня его побеждает и возвращается победительница в деревню. И я просто не буду сейчас повторять про отъезд, не отъезд героини, потому что я так классно записал это в лекции, что я хочу, чтобы вы это послушали сами и просто поняли, почему логика моя в том, что неважно, уедет она или нет, а важно тем, чем фильм закончится. Я сейчас не буду это проговаривать, чтобы время не терять. Но если вкратце, наша история, как я сейчас ее вижу, я очень хочу услышать от вас как можно больше критики, чтобы я мог это исправить сейчас, пока есть для этого возможность. Она в следующем: героиня, которая оторванная от корней, удмуртка, живет в чужом большом городе, из деревни, значит, не очень любимая, ну не проклятая, может быть, но очень плохим отношением своей родни из-за того, что она потеряла брата, отъехавшая, получает возможность на искупление своего наладить отношения с родными за счет звонка, месседжа, телеграммы от отца, который хочет с ней помириться. Она приезжает в родную деревню и узнает, что отец умер. И когда уже отец умер, значит, дух отца продолжает с ней контачить, и параллельно происходят жестокие, какие-то странные, ужасные вещи в деревне. После этого мы, изучая
похоронные обряды удмуртов и удмуртскую национальную культуру, в которую мы погружаемся благодаря тому, что мы видим это все при нас, происходят похороны этого духа, этого туно, который его затыкают дух, и он больше ходить не может. После этого героиня возвращает этого персонажа, этого духа отца, как ей кажется. На самом деле она возвращает, естественно, нашего злодея. И злодей начинает ее преследовать ее родных и грозить смертью уже ее семье. После этого она его побеждает. И это как раз второе усугубление второго акта я хотел сделать именно по материалам Татьяны и по материалам вот удмуртских национальных мифов. Именно в тот момент, когда уже вот эти традиционные удмуртские похороны прошли вот эти удмуртские языческие ритуалы, которые мы своруем у льва, ну не эти конкретно, а рядом с ними, мы поглубимся в удмуртскую мифологию, в удмуртский нижний и верхний мир, попробую я это показать с помощью того, что есть верхний мир, в который попал вот этот знающий туно отец, которого был вот этот грех с дочерью, он его пытается наладить. Есть средний мир, в котором живет героиня, есть нижний мир, в котором живут всякая нечисть по типу Полысмурта, и вот наш антагонист тоже из этого мира. И мы возьмем эту мифологию, ее во втором акте вот покажем таким образом, что героиня, что на нее вот эта вот мистика вся, какую Татьяна описала, в том числе у себя, сваливается, и она пытается это все пройти, чтобы продолжить общаться с отцом и спасти свою семью. И в конце она побеждает этого злого духа и возвращается в свою родную деревню победителем. Вот если совсем вкратце, чтобы я более подробно пишу в лекции, можем еще сейчас задавать вопросы, обсуждать. Но я бы очень хотел услышать мнение всех, кто здесь есть, что вы думаете по этому поводу, и что непонятно, что хочется изменить, что не нравится. Вот. Спасибо. Ну, я сначала задам вопрос Давай. по незнанию. А Нижний мир — это действительно там нечисть или просто это Нижний мир? Ну, Это же это не скорее факт. к Татьяне вопрос. В моей мифологии вокруг этой истории, в моем сеттинге, то есть Нижний мир — это то, где живут водяные, я так понимаю, это ящерицы, живут вот все эти червяки земляные. Но в моей идеологии, чтобы объяснить это зрителю постороннему, я это покажу то, что есть как это типа рай и ад, ну как бы, что близко к людям будет, что будет понятно зрителю, не погруженному в Удмуртию. И я бы сделал это как рай и ад, что вниз это то, что земля. Я хотел бы, что в конце героиню закопали в землю, и она из земли бы вылезла. И нижний мир — это то, где происходит все зло, где перевернутый мир, где все как у нас, но только наоборот. И вот этот перевернутый мир зла — это то, где обитает антагонист. А мир добра, понимания, единства с природой, где обитает дух отца — это верхний мир. То есть я понимаю, что это намного сложнее и замороченней, но мне для кино, для зрителя, для человека, который вообще не погружен, будет понятнее это изложить вот так. Я готов к любым возражениям и менять это легко. Давайте обсудим. Я это скорее для себя делаю, чем мне так понятнее. Вот. Татьяна, а вы что скажете? Я еще не до конца понимаю замысел Володи, но я примерно канву поняла. Но вот ситуация, когда семья в раздрае, так скажем, и отец не принимает дочь, это, знаете, не совсем про удмуртскую семью, потому что вот это вот фатализм, так сказать, восприятие окружающего мира, то есть то, что случилось, то случилось. И за это ненавидеть и конфликтовать и так далее в удмуртской семье вы не стали. Я это так воспринимаю. Поэтому завязочка, наверное, не совсем в верном таком контексте. Тут надо подумать. Спросите удмуртов, которые там сидят, Алену и вот это все правильно. Лёва, как вы думаете? Лёва, как вы думаете? Так, удмурт отвечает. Привет всем, очень рада видеть. Я на самом деле сейчас послушала эту канву, сценарий уже в диком восторге. У меня есть ощущение немножечко такой нетрадиционной истории конфликта для удмуртского мира, то есть фигура какого-то мощного отца. Я пока тоже не совсем понимаю, потому что
редко видела такой типаж героев, даже в удмуртской реальности, когда это какой-то абьюзер, там, не знаю, всех стращает вокруг. То есть, как правило, это как правило, удмуртский человек, он всегда очень сильно подстраивается под окружение. Это, если даже это агрессия, то она пассивная агрессия, алкоголизм, и человек злой, когда он пьет только, да, или там в обычной жизни старается. У меня там пара комментариев по каким-то деталям, например, место Казани, может быть, другой город, не столь национальный, да, может быть, более такой, ну, как это, город-завод, Уральский, Екатеринбург, тот же самый. Ну, это все потом обсудим. На что надо было еще дать комментарий? Давайте я сразу честно признаюсь, что, ну, я считаю, что это правильно, и я всем это советую, когда мне присылают работы. Я всегда стараюсь говорить ребятам одно и то же. Люди, пишите от себя, посмотрите фильм «Льва» и просто посмотрите то, как нужно от себя делать искусство. Что искусство – это всегда от «я». Я не считаю, и мне кажется, что я, наверное, это не прозвучало, и поэтому это так вышло, что отец был абьюзером. Я не считаю, что он был абьюзером. Мне в моей голове, по крайней мере, это складывалось так, что он скорее не разговаривал с ней. Скорее ему было стыдно за то, что он, Туно, знающий, не смог найти сына, не смог его вернуть, куда-то его предал каким-то силам, и он скорее себя за это не любит, чем дочь, но в то же время вот в этом странном зажиме каком-то он по-другому это выразить не может. И для него это... мне кажется, что он скорее ее как бы игнорирует, ее как будто нет. Ну, мы можем, давайте поговорим об этом, потому что это здорово, и я бы хотел услышать, прям сядьте, напишите мне, Дарли, напиши мне просто, и Татьяна, если не лень, если есть время, напишите просто, как бы это было. Спасибо большое, я сейчас тебя поняла, я передаю микрофон. Не, подожди, не уходи, мы не закончили. Ладно. Я хочу, давайте сделаем это более аутентично. Смотрите, что мне нужно. Я не цепляюсь за детали. Я выстраиваю общую канву, которая будет работать на высказывание. Давайте обсудим то, что это был за отец. Давайте найдем слова, давайте найдем эмоции. Но что мне нужно по драматургии? Мне нужно, чтобы это было что-то, что спровоцирует героиню уехать. То есть это все-таки, может, это не обязательно абьюз, но это должно быть что-то, какой-то разрыв, который героиня, который, как бы, грубо скажем, отец должен делать что-то, чтобы усугубляло чувство вины героини. Пить, не знаю, но вот, например, что-нибудь такое, какое-нибудь молчаливое занудство такое какое-то, вот что-то такое. Я не думаю, что вы совершенно правы, что могущество – это не совсем то, что здесь есть. Но давайте обсудим, это классно. Вот, например, у меня дед, он очень много зарезал скотины. То есть я в детстве помню, как вот висит тушка. Зарезал, пишу. И тушка овцы, да. То есть это такая бытовая история, но в современном мире это очень как-то не модно, да, сейчас. Сейчас же все-таки тренды – это экологичность. Закон все вот пытаются принять против какого-то там отлова животных. И, может быть, это что-то связанное с жертвоприношениями будет, не знаю, на ее глазах, может быть, зарезал там животное, любимое ее животное, я не знаю. Или у меня бабушка, например, тоже закалки военный человек, она вообще уморила голодом собаку, заперла ее в хлев и не пускала. И это как бы обычная история. Ну, все так делали. Но это поколение, оно не жалеет. То есть для них нормально, что ли, видимо, поступать, например, с домашними животными подобным образом, когда, как сейчас, там, ой, собачка заболела, все, к ветеринару 30 тысяч там потратить. Ну, совсем другая уже парадигма, да, другое отношение. Что еще? Дед, когда пьяный был, ну я на своих примерах, он вообще был молодец, Дарли, все от тебя. Очень добрый был, да, но когда пьяный, и вот он мог прямо обидеть как-то, может что-то сказать резкое, как-то, но это редко было, то есть все-таки, видимо, он в себе это все держал, иногда только вырывалось.
Ну, такое, если я такого отца сделаю, который, типа, вот он все в себе держит, и в какие-то секунды у него вырывается, ах, ты во всем виновата, Мгм. такое пойдет? Ну да, но в какие моменты это может вырваться, да? Когда он себе позволит К высказать? тебе вопрос, давай. Кумышкой, когда его напоят случайно. Хорошо, давайте возьмем. Пьяный, он ей говорил резкости, да? Мгм. Резкости и винил. Ну да, то есть, когда человек позволит себе откровенность, видимо, какое-то пограничное состояние, может быть, действительно там выпил кумышки или что-то, какой-то Отлично, берем. такой момент. Класс. Татьяна, что скажете? Ну, я бы... Кумышка, конечно, она развязывает язык. Вот. Но я думаю, что это могло быть и в другой ситуации, когда когда нет наследника, понятно же, что девушка уходит из семьи, она, в общем-то, и Татьяна, там готовит. есть наследник? Татьяна, сразу, А? там есть старший брат. Наследник есть. А дело в том, что родители остаются всегда с младшим. Старший уходит. Это закон для деревенской семьи, потому что старшего отделяют, а младший остается с родителями. И оказывается, значит, так, что родители лишены своего старческого спокойствия, потому что нет младшего сына. Вот. И это может быть ситуация, когда уже старший брат отделен, то есть у него своя семья, у него свой дом, а младшего нет, потому что он погиб, и в какой-то ситуации, когда отец не может справиться даже с какими-то хозяйственными делами и нет помощника, то есть вот это вот срыв может произойти вот здесь. Я не знаю, что это может быть, вот тут мужчины, наверное, как-то лучше это знают, но мне кажется, что когда он понимает, что его некому заменить в хозяйстве, а для крестьянского хозяйства это все-таки главное, вот, то это тоже тяжело, наверное. Осознание своей физической немощи и понимание того, что у тебя нет человека, который может помочь именно в данный момент. Но это бытовые ситуации, они не ситуации, может быть, вот для кино, для искусства, для творчества, потому что понятно, что для кино это какие-то очень такие выпуклые ситуации, образы и так далее. И когда слишком много вот это вот крови, там, убийств, вот, ну, я не знаю, я просто, может быть, человек такого склада, но я как-то это не принимаю. Мне тяжело это принять. Хорошо, давайте еще посмотрим, кто что скажет. Хорошо. Лёва, что вы можете сказать? Да я вообще ничего не держу. Я вот думаю, размышляю. Мне на самом-то деле вот вся эта история не очень нравится. Просто, ну, не по душе. Не по душе. Мне все-таки больше по душе Мирсадек Гарипов. Где же вот Нижний мир? И, кстати, Нижний мир, мне кажется, вот не совсем такой страшный-то. То есть вот моление, летнее моление, которое у нас в деревне происходит, подношение делают именно земле. Земле. То есть, чтобы эта земля уродила вот Нижний мир, что там вот это потусторонние силы. Вот потусторонние силы, это да. Но Нижний мир, вот этот вот земля, мне кажется, вот это для Удмурта это очень добро. Сама земля – это очень добро. Земля, которая кормит. Вот. А вот потусторонний мир – это не земля, а потусторонний мир – это уже немного другое. Ну, это так. Вот мне кажется, мне ближе на самом-то деле, вот Мирсадек Гарипов. То, что вот сейчас вы говорите, это реальная история, очень хорошая история, наверное, хорошая история получится. Все очень здорово. Но когда, вот я беру книжку опять-таки, я кино делал про Мирсадека Гарипова, вот когда рядышком существует что-то, не очень понятное что-то,
И вот это вот не очень понятно живет, как у Минсадыка Гарипова, оживает все это дело. Мне вот это очень, наверное, там, в потустороннем мире, очень злые существа есть. Палысмурты, там, Мунчокужо, Умурты. Есть очень добрые. Наверное, между ними какие-то вот антагонизм, они борются. Например, какой-то Умурт обидел там какого-нибудь хорошего человека, ну и Умурта наказывает там, я не знаю, Палысмурта или что-то там такое. Но мне кажется, вот нереальный мир, который вот сейчас вы рассказываете, немного в другую сторону мне вообще видится. Ну вот я бы сказал. Ну, я скажу честно, Лев, что посмотрев ваш фильм, я был просто поражен историей с мельницей и чертиков, которые прямо здесь, и которые... То есть современный человек, о котором рисует человек, который умер, которого история рисует людей, которые были 200 лет назад, и это одно и то же. И это фантастический сплав, который вы сделали, эйзенштейновский монтаж, в котором все это одно, какой-то поток. Это потрясающий совершенно художественный прием и совершенно замечательно сделано. Вот. Но тут есть какой нюанс. Вот это не возражение даже, это скорее просто... Во-первых, у нас задача изначально была сделать ужасы. Во-вторых, мы говорим все-таки о разговоре немножко с другим, может быть, мировоззрением. Что мы говорим о... Ну, то есть вот я смотрел ваш фильм и смотрел эти рисунки, естественно, мне еще Дорали скинула их, когда я только вошел в проект. И я тоже их смотрел и думал о том, насколько это сложно объяснить человеку, который пришел в кино на 1,5 часа. Ну, то есть насколько вот эта земляная такая жизнерадостность, насколько этот оттенок реальности, насколько это мировоззрение сложно донести человеку, который пришел развлечься в кино на 1,5 часа. Там, почти как вы снимаете листву, которая шумит в лесу на ветру, насколько это ощущение листвы, шумящей на ветру, мне будет сложно передать настоящему зрителю современности, который привык к шумам, к кровяке, к крикам, к сильным эмоциям, к резким поворотам. Насколько мне будет сложно передать ему это ощущение, потому что он просто отвык от этих сложных эмоций. И я, когда пишу, я пытаюсь говорить на языке, который будет понятен человеку, который довольно толстокожий. Вы занимаетесь фантастически тонкими вещами. Фантастически тонкими. Моментами, где двое мужиков идут и бренчат, и говорят, вот когда помру, вы мне трактор дарите, потому что я на лошади не хочу пахать. А другой говорит, нет, мы тебе подарим лошадку. Трактор мы тебе не подарим. И они идут, и там лежит огромная голова, которая, значит, вареная этой лошадки несчастной. И вот вы занимаетесь фантастическими тонкими вещами. Я занимаюсь грубыми вещами. Я занимаюсь топором. Я работаю топором. Моя задача – это сделать так, чтобы зрителю стало страшно, и он пришел и сказал, чуваки, слушайте, а Удмуртия это где? И он такой, это что, это здесь? Вот это моя задача как автора, это вот моя задача, как бы, я бы сказал, задача максимум. Задача того, чтобы я сделал вещь, после которой люди пошли смотреть ваше кино. Пошли посмотреть вас, сказали, ой, классно, я хочу почитать Татьяну, я хочу посмотреть фильм Льва, я хочу посмотреть спектакли, я хочу послушать музыку вашу. Для этого я использую сильные эмоции. Страх, семья рушится, значит, кровь. То есть, как бы, это просто художественный метод. Это не то, что я не могу понять этого. Это просто то, что мне кажется, как человеку, который этим сейчас занимается, будет понятно, потому что я тоже был посторонний, тоже был чувак, который ничего не знает про Удмуртию. Я знал, что Удмуртия – это Ижевск, это все, что я знал. И как погрузить в эту глубину? И вот это вопрос. Для меня, я им тоже мучаюсь. Я отлично понимаю, о чем вы говорите, и я искренне считаю, что вы правы 100%. Я абсолютно 100% убежден в том, что вы и Татьяна 100% правы в том, что вы говорите. Это абсолютно так. Удмуртия – это Гарипов. Удмуртия
– это сложность. Удмуртия – это тонкость, это шорох в листве, это какие-то, значит, какие-то бескрайние поля, какие-то реки, болота. Это Удмуртия. То, о чем я снимаю, это открытка Удмуртии, это приглашение, это не знаю, это, как это называется, вот эти ребята, которые раздают листовки на улице. Вот я должен подойти к зрителю и дать ему такую листовку, которую он бы захотел потом приехать к вам. Если я дам ему Гарипова, это будет... То есть мне, чтобы в это вникнуть, понадобилось много времени и очень большие духовные усилия. А зритель не будет тратить это время, если его не завлечь чем-то ярким. Но это просто моя позиция, давайте поспорим об этом, если хотите. Ну, я не думаю, что вот все эти чертики как должны быть веселые, как у Минсадека Гарипова. Кстати, вот в двух словах, ну, 1 минуту потрачу, очень совершенно потрясающую историю. Совершенно потрясающую, которая не в Удмуртии, а в Хантах. Поселок Сосьва на Северной Сосьве, на реке Северная Сосьва. Никогда не было этого поселка. Было место Кулетра, бога подземного мира. Это резкий поворот Северной Сосьвы. И в 30-е годы советская власть решила, надо построить культурный центр для Манси. И надо же было придумать этой советской власти, именно на этом повороте Северной Сосьвы, на Большой горе, построили на месте Кулетра, а Кулетр был это жуткий бог для хантов и манси, это жуткий бог. То есть на повороте, на лодке, когда плыли люди, женщины скрывались там, дети просто... женщины пешком шли на повороте по лесу. Дети и немощные закрывали просто в лодке. Настолько это было страшно, потому что, видимо, там на этом повороте этаноли и так далее и тому подобное. Так вот, построили культурный центр, целый поселок, чтобы воспитать нового человека. Однажды совершенно случайно умер ребенок там, школа-интернат. И со всей округи свезли в интернаты детей. И однажды один ребенок умер. На следующий день ни одного ребенка не стало. Всех забрали. То есть ни телефона, ничего. Как все это происходило? То есть, ну, все-таки вот такая вот немного ужасная такая история. Это я к чему говорю, потому что наверняка вот какие-то такие истории и в Удмуртии были. И жуткие, наверное, они были. Или, допустим, озеро Нумто, священный остров Нумто. Приехали туда революционеры, то есть коммунисты. Опять-таки, ну, сюжет, не сюжет, опять-таки, приближаясь, в 2 словах опять-таки. Что-то там пошло не так. Коммунисты пришли, решили, что... А там деревня Нумто, озеро Нумто. А внутри озера есть небольшой такой островок, священный остров, куда женщинам нельзя. Мы там были, мы там снимали, мы там какие-то подношения делали богами ихним. Но в 30-е годы коммунисты пришли, и пошла туда женщина-революционерка в кожаном бушлате и так далее. Их всех зарезали, местное население. Просто всех коммунистов. С этого момента начался очень жуткое Казымское восстание. То есть поголовно ханты и манси, кто умел там читать, кто более-менее был сильным, всех зарезали. То есть коммунисты уже всех пересадили и так далее и тому подобное. И, ну, не знаю, насколько вот сейчас вот этот сюжет интересный будет зрителю, если даже закрутить, потому что фильмов тоже много было, когда приезжают там люди и становится страшно немного, и хорошо вроде бы как снято, а вышел я и забыл тут же. Не знаю, дядя Вов, не знаю. Это размышление вслух? Просто... Отлично, спасибо, это то, что нужно.
Ну, я тоже... Ну, тут позиции слишком разные. Лёва лирик, а вы действительно идете от противоположного, поэтому тут нужен очень, нужна очень завязка такая, сильная, сильно действующая, чтобы... Меня вот смущает, что почему свой сюжет я выстроила абсолютно без слов, без диалогов, безо всего, потому что там можно все сыграть только на музыке, на песнях, на вот традиционных таких звуках, скажем, вот. И я почему-то не думала, что это будет вот такой полноценный, так сказать, сюжет, кино, прямо вот вся эта трагедия, драма, конкретно с диалогами там и прочее, и прочее. Я не знаю, тут, ну, я, наверное, я из другого поколения, и поэтому для меня это настолько тоже все, ну, больно, остро, переживаемо и так далее. И, ну, вот видите, вас цепляет другое. Вы все вот эти фильмы ужасов, вот «Апокалипсис» я смотрела с закрытыми глазами, потому что смотреть это для меня это было невыносимо. Я открывала глаза, потом снова их закрывала, вот честно. И поэтому тут очень много может быть противоречивых чувств для восприятия, особенно нами, удмуртами. Поэтому мне кажется, что все-таки пощадить чувства и тоже надо, потому что тут надо думать об очень многих вещах. Но это мое мнение. Хорошо, отлично. Я записал, я все записываю. Саш? Да. У меня по поводу завязки, да, я согласен с Татьяной, что там действительно как будто не хватает чего-то, Давай. ну, именно вот этой мотивационной Чего? основы. Ну, вот я сейчас подумал по этому поводу. Мне кажется, что пропажа ребенка действительно, вспоминая какие-то истории, именно связанные с таким с фаталистическим отношением к миру, там, знакомых удмуртов, условно, дерево упало, значит, оно там лежать и должно. Как вот так вот природа решила, да, что оно там должно упасть, и все, значит, так и должно быть. Если ребенок пропал, ну, то есть, значит, тоже природа решила, значит, кому-то так надо, это примут. Такая немножко буддистская позиция. У меня здесь, знаешь, какая мысль по этому поводу рождается? Может быть, все-таки ну, то есть пропажа вот этого ребенка, это как их общая тайна. То есть некое событие, в котором участвует не только эта девушка, да, которая ушла с братом, а еще и ее отец. Ну, то есть они знают вдвоем что-то, что не знает больше никто. И ну, это мешает им находиться вместе. И когда появляется история, связанная со смертью отцом, ну, то есть дочь, вот она хочет вернуться, для себя это внутреннее переживание разрешить. Возможно, это можно связывать с антагонистом, я не знаю. Ну, то есть это какое-то событие, свидетелем которого она, возможно, стала. Это, возможно, то, что как раз ей передает эту силу. Ну, то есть он, возможно, там хотел, чтобы в какие-то секреты был посвящен мальчик, а случилось так, что в секреты была посвящена девочка, и это спровоцировало смерть мальчика, да. Ну, то есть у него был один наследник, она случайно что-то увидела, взяла себе некую энергию, там, события, я не знаю, да. Ну, ты понимаешь примерно, о чем я очень в общих чертах сейчас говорю. И тем самым, ну, послужила катализатором смерти вот этого младшего брата. И отец знает, что она, в общем-то, не виновата, но она на себя приняла то, что должен был принять сын. И она знает и винит себя в этом. И вот мне кажется, что, возможно, это будет как-то более понятно, потому что я тоже не верю, что можно обвинять дочь, да, в том, что она потеряла там брата в лесу. То есть, ну, бывает, наверное, это ужасно. И у меня тоже как-то не ассоциируется с удмуртским характером эта история. Ну, потому что сила природы, она в моей картине мира для удмурта решающую роль играет. То есть природа решила, значит, так нужно.
собственно, все. А если она знает, что это полисмурт ее украл? Подожди, не убирай микрофон. А если она знает, отец это знает, а больше никто не верит, пойдет тебе такая история? Ну, Что они знают все, что замешана конкретная мистическая сущность. ну, то есть вот они вдвоем. Мне, знаешь, в данном случае просто хочется ну, передать вот эту вот, ну, некую ошибку системы. То есть то, что девочка, она не должна была чего-то знать, не должна была быть посвящена. Ну, то есть она действительно должна стать катализатором, сбить программу. Ну, то есть вот работает программа там, да, отец, сын. Ее появление вызывает некий, ну, там, дополнительный объект, да, вот этот провоцирующий. Да, вот она появилась, и полусмурт пришел, мальчика забрал. Я сейчас очень вот условно говорю. То есть если бы ее не было, все бы было нормально. Как только она появилась в ненужный момент, в ненужном месте, а и говорили не появляться, там, условно, она все испортила своим появлением. А это возможно, Татьяна, такое прочтение? Но это вот, возможно, это очень интересный может быть ход, но это когда вот блуд, то есть керемет, куда запрещено женщинам заходить, да, а отец мог познакомить маленького ребенка с этим местом, сказать, что, правда, туда, кроме как в определенные дни, заходить вообще нельзя, то и как бы познакомить с этим, и тут появляется она, но каким образом тут полисмурт его крадет, ну, совсем не обязательно, он может исчезнуть, и тут не обязательно может функционировать, то есть и вступать в игру полисмурт. Он просто исчезает, и все. Это мы тут можем говорить, а тем более полисмурт, он как вообще, как это сыграть, как это показать, это больше-то, конечно, ну, это леший, но как раз леший, он помогающий, недаром, почему там у меня тоже Николай Угодник, икона возникает Николай Угодников, потому что Николай Угодник замещает потом лешего по своим функциям. Потому Татьяна, что он и добрый, он и добрый, он и злой, в зависимости от того. Дело в том, что вот эти ситуации, которые возникают с людьми, они возникают тогда, когда человек не знает правил, как поступать в том или другом случае. Все вот эти поверья и верования, я прошу прощения, что-то не то? Нет, я просто хочу, мне нужно разобраться с этим, давайте мы разберемся с этой ситуацией. Значит, отец отвел мальчика на условную ассоциацию в то место, табуированное место. Да. Героиня, увязавшись за ними, попала в это место, в результате чего мальчик пропал. Может быть так. А Это если, может быть. прошу прощения, Владимир, я чуть хочу вмешаться. А если он просто Давай. после этого случая, когда девушка попала в этот момент, вмешалась в этот процесс, а мальчик после этого сильно заболеет, допустим, и умрет? Может быть, так будет проще? Это будет ближе к реальности, но по кино мы не покажем, потому что дело происходит не 20 лет назад, когда потерялся мальчик, а в современности. Ну да. Поэтому я могу такое сделать, но это будет слишком сложно сделать, ну, как бы сценарно, очень много места на это уйдет. Мне кажется, что, видишь, даже Давайте разберемся еще раз. исчезновение мальчика в этом смысле, это же может быть деталью, которая может проявиться ближе к концу фильма, например, в кульминации. Ну, то есть, условно, он исчез. Нет, такого не может. Ну, Нет, не может быть. конечно, такое может быть. Ну ладно, твое видение, окей, хорошо. Объясню, почему сразу, чтобы... Не-не-не, я объясню сразу, почему, чтобы мысль не уходила в то направление, потому что мы должны сразу очень четко заявить мотивацию героя. И если герой будет непонятен, что она хочет, что она делает, то если брат не пропадет сразу, то не будет вообще понятно, что не так. А нужно, чтобы было очень понятно. То есть, герой должен быть стопроцентно как на ладони. Мы должны абсолютно его понимать. И в этом смысле... Он исчез. Окей, я имею в виду, что какое-то, может быть, символическое появление. Но это же деталь, она же должна как-то сработать, если конечно. ребенок исчез. Абсолютно. Совершенно согласен, так и сделаем. Давайте еще раз подведем итог. Значит, мы берем идею Саши, что есть лут, да, куда заходить нельзя. Правильно говорю, Татьяна? Да. Есть лут, табуированное место. Заходят только мужчины и раз или два в год. Все, больше нельзя.
И вот как раз в этом Раз. месте, там, где дерево упало, то упало. Его трогать нельзя, ни одну веточку, осквернять нельзя там и так далее. Так что это вот такое место священное, действительно, где внутри может быть постройка, может быть отец, вот, отец привел ребенка туда, мальчика, чтобы показать ему. А? Знакомить, привез Да. знакомить. Да, привел его знакомить, потому что он один из жрецов этого священного места, и там внутри есть атрибутика, ну, почти такая же хвала, как, скажем, родовая хвала, но она немножко другого такого плана, и куда заходили только на коленях, и оттуда выходили тоже пятясь задом и тоже на коленях, то есть по-другому туда зайти было нельзя. Кстати, может быть, вот это тоже можно каким-то образом обыграть. Вот, и когда, значит, они туда внутрь зашли, может быть, девочка случайно туда в поисках отца и брата могла зайти туда прямо внутрь, а вот это, ну вообще вот нонсенс. Нельзя туда никак. И вот в этот момент, может быть, ребенок пропадает. Или когда они выходят уже оттуда ну, не оттуда, наверное, его похищают, а когда он уже, они уже вышли оттуда, там, потому что, в общем-то, разрушенное, может быть, даже, знаете, уже это не действующее место, а разрушенное, вот то, как тоже в моем там проекте, значит, потому что и отец хочет просто ребенку показать, что вот так было, чтобы вот было еще одно такое священное место в лесу, куда сейчас уже и не ходят, потому что это будет реальнее, чем то, что вот эту мистику будем, значит, создавать. И вот и в это время девушка заходит, значит, пересекает ту границу, которую нельзя ей пересекать. И вот тут мистические, в общем-то, события начинают развиваться, и когда они оттуда выходят, вот с мальчиком что-то происходит. Такое Татьяна, да? Саш, тебя все устраивает сейчас? Я дополню. У меня есть предложение по этому Давай. поводу. В целом, да, все устраивает. Единственное, как раз когда девочка входит, ну, то есть нарушает, в общем, да, этот запрет, я думаю, что отец может как раз попытаться ее вывести, а когда он зайдет обратно, ребенка не будет. Ну, то есть, мне кажется, это может, добавить какое-то немножко вот этого ощущения ужаса. Но он может просто рассердиться, вот как раз вот тут вот его гнев за то, что она нарушила вот это табу, и да, и значит, вот это вот как-то рассердиться на ней, разгневаться, то, что она сюда пришла, и вот это состояние гнева, этот аффект, он как-то играет на ситуацию, и, в общем-то, то, что это даже как-то, ну, связано с исчезновением, что ли, ребенка, я не знаю. Ребят, извините, пожалуйста, Татьяна, я буду перебивать, потому что я параллельно Да, записываю. конечно. Давайте мы подведем итог. У нас есть наша героиня, была оставлена отцом, значит, в лесу, куда ходить нельзя, туда не ходи, ушел с братом показывать это волшебное место, табуированное, куда нельзя заходить. Девочка туда влезла, брат исчез. Да. Значит, дальше. Теперь вопрос к удмуртам, Татьяне, к Льву, к Саше, к Дарали, ко всем ребятам. Какие после этого будут отношения у отца и дочери? Будет ли момент, что она захочет уехать из дома и никогда не возвращаться? И как он будет себя вести? Я хочу узнать после этой ситуации. Я не думаю, что он будет агрессивен, но девушка должна чувствовать, что вот напряжение между ними, то, что она все-таки виновата, и она это сама переживает, может быть, даже без видимых вот этих признаков со стороны отца. Вот, потому что... Может быть такое, Татьяна? Да, он недоволен, да. Татьяна, мне очень нужно по сценарию, чтобы был какой-то важный перелом. Допустим, отец не разговаривал и вдруг заговорил. Или отец и с ней всегда обращался грубо, начал общаться мягко. Наоборот. То есть мне нужен какой-то перелом. Подскажите мне, что это... Наоборот, обращался мягко, все было хорошо, взаимоотношения. А тут он стал резким. И то, что... Нет, после того, Татьяна, прошло... Да?
есть после того, как она уже в городе одна, в депрессии и чувством вины, он ей звонит или пишет, присылает телеграмму. Мне нужен какой-то перелом в их отношениях, что у них были одни отношения после смерти брата, исчезновения, стали другие. Вот мне нужно, что вот у них были отношения после смерти брата плохие, и после этого они улучшились. Как они улучшатся? Но вы думаете, что это после того, как она уехала? Да. Вы хотите, чтобы это было после того, как она уехала? Я Ну, хочу, чтобы может отец быть, перед смертью захотел с ней помириться. вот. То, что вот он, ощущая то, что он уходит, он должен свой контакт с ней возобновить. То есть Каким образом, Татьяна? Мне нужно знать, каким образом она он это вернулась. сделает. Как он это сделает? Ну, пусть придет с ней во сне. Нет, не пойдет. Не пойдет, да? Мы, как зритель, когда увидим его во сне, будем казаться, что она сама себе это придумала. Это должно было быть от нее. То есть это должно что-то реальное быть. Как он... Так, Даже нет, подожди, Татьяна, все. Татьяна, скажу. Простите. Значит, и про сон, телеграмму или смс, или звонок вообще сейчас не говорим. Мне нужно понять вот что. Мне нужно понять, как он с ней общался, не общался после исчезновения сына. Допустим, он всегда ей грубил, и тут перед смертью стал нежным. Он всегда с ней не разговаривал после этого. После этого он с ней заговорил. Мне нужно что-то вот это. Дайте мне вот это. Кто понял, что мне нужно? Может быть такая ситуация, что обычно в удмуртской семье дети с отцом разговаривают через мать. Угу. Вот, то есть... А тут он сам заговорил. Такое можно тут он сделать? может быть сам заговорить, да, потому что вот, скажем, отец может сказать матери, вот скажи своему ребенку, там то-то, то-то, то-то. Или, значит, ребенок спрашивает вначале у матери, она говорит, спроси у отца, там, или, например, мать передает просьбу ребенка отцу, в общем-то, вот так вот, то есть непрямой такой контакт. Отлично. Может быть, вот это обыграть можно. Отлично. Ну, Я беру. тут Саша, еще Саша, и Лев, возражение Дарли, ребята, есть возникло. возражения? Слышно? Если мать, допустим, очень сильно заболела, не может никак передать, может этот момент как-то сыграть именно на соединение, воссоединение семьи, чтобы отец начал общаться с дочерью. Значит, То есть смотри, у мама, нас как по связующее сюжету... звено, она должна потеряться или умереть, и тут, то есть обратно воссоздается семья уже Да напрямую. нет, если мы говорим о том, что отец собирается уйти... Отец умирает. Нет, Отец ну, умирает. Хочет помириться с собирается... дочерью. Да, и он хочет помириться с дочерью. То есть тут Да. он на прямой контакт просто должен выйти каким-то Да. образом, может быть. Хорошо, берем. Лев. Мне кажется, что нужно отца сделать психологическим вампиром. У меня, кстати, свекр был такой. Да. Как это сделать? Значит, Рима, сразу к вам вопрос. Он на людях всегда хороший. Все время на хорошем счету. А дома он совершенно другой. Он съедал всех. Он уничтожал всех. Все было плохо, если даже делали хорошо. Ну, постоянные придирки были. Все не так делают. Полы помыли, не так помыли. Он обувь никогда не снимал, он так заходил, вот прямо вот изводил всех, нужно так сказать. Если еду какую-то приготовили, опять чего-то не положили. Даже то, что соли не хватает, опять все виноваты. Да возьми вот эту соль, просто добавь. Вот такой вот был. И потом, как... Так, ребята, обсуждаем. С дочкой взаимоотношения. Один раз значит, она провинилась, потеряла брата, давай. да, и это нужно еще что-то такое показывать, что она лишняя, ну, как бы она себя чувствует, лишней в семье. Допустим, у меня... Как он это показывает? Отправили ее, допустим, в яму. Это просто случай мне рассказывал мой знакомый. И зимой это было. Овощи, говорит, достал этот человек и забыл закрыть эту яму. Задумался и ушел. И все овощи замерзли. И мама, говорит, мне сказала, ты фашист, ты враг народа.
И он долго не мог простить вот маме вот это. Вот такие вещи нужно, что... Да, Рима, давайте конкретнее, какие вещи? Что она, что бы она ни делала, она все делает не так. Мне все нравится. Возражение у кого-нибудь есть или дополнение? И много должно... Я беру это, Рим. Знаете почему? Расскажу. Вот вы напишите мне ВКонтакте все эти случаи, я их в сценарий запихаю. Это очень хорошо, потому что, знаете, что я вам расскажу? Вот у нас в усугублении первого акта есть момент, когда она общается с мертвым отцом. И мне кажется, что все, что вот он ей ругал, говорил, ты соли не досыпал, он соль просыпал. Ты там обувку не доправил, она обувку доправила. То есть, короче, это очень хорошо. Рима, я жду от вас персонально жду историю вашего свекра и все унижения, которым он подвергнет человека, который потерял брата. Все, это ваше сценарное задание на следующий неделе. Свекор мог себе такого позволить, отец нет. Ну ладно, можно, мне кажется, можно вот этот нюанс, но на более таких каких-то ярких вещах, ну, вплоть до того, что ну, вот эта яма, может быть, даже когда вот ребенок туда зашел, то кто-то может захлопнуть вот эту дверцу там и так далее, но она оттуда выбирается в любом случае, иначе там она погибнет. Вот. Ну, какие-то такие вроде бы и мистические моменты, но этот бытовой план, он все-таки должен быть каким-то образом обобщен. Ну, наверное, вы это сделаете, да, уже на наших этих деталях, потому что когда просто бытовая ситуация, она ну, не особенно интересна, наверное. Татьяна, скажите, вас устраивает то, что предложила Римма? Вас устраивает? Смотря как это будет сделано, да. То есть это уже придирки. Если, скажем, он был мягок, да, то тут могут начаться просто придирки про любым мелочам. Вот. И, но это могло бы быть. Прямо... Она потеряла брата, после этого отец ее разводит. Да, но что, она прямо после этого уезжает, что ли, из-за этого? Но она девушка волевая, она любит нарушать табу. Вот она и уехала, он же такой товарищ. Типа нате вам, да? Нет, но она же, вы же видите, вряд ли человек, который непослушный, то есть она непослушная девчонка, она нарушает табу. Как бы, ну, мне кажется, логично, что она может уехать, а стоит мешать. Не непослушная, а любопытная. Непослушно любопытная, да. Да, непослушно любопытная. Современный будет. Это сейчас хоть куда уезжают. И свой характер тоже показывает молодежь. Так что... Ну, вполне. Вполне. Дальше поехали. Что у нас еще? Кто еще что-то критическое замечание? Я жду критических замечаний. Приветствую. Так, ушла мысль. Только что хотела, ушла. Сейчас, секундочку, соберусь. Ну, во-первых, мне видится так, что наша дочь делает нарушение, да, когда ей говорят, туда не заходи, а она туда зашла, и из-за этого потерялся сын. Дочери это еще совсем мало лет. Где-нибудь лет 5-7 плюс-минус. Но мы уже сейчас в реальности, когда она получает посылку, что отец умер, ей уже лет 18 как минимум. То есть я это так представляю. Дим, давай сразу, я сразу тебе скажу, как на самом деле. Героине 27 лет. Когда все начинается, и около 12-13, когда это все случилось, может быть, чуть помладше. Ну вот, да, то есть она нарушила, когда была совсем еще молода, да, в 12 лет, потерялся младший сын. Вот, это общая тайна, которую мы узнаем пошагово, раскрывая. Но когда я записывал ваши все представления, начал разбирать отца и при каких обстоятельствах отец может быть в гневе. Очень хорошая история, то, что действительно можно набрать очень много таких историй, которые только что рассказывали, домашнее задание кому вы дали. Вот, я в свою очередь вспомнил очень-очень жестокий момент для себя лично, свой собственный, когда был молодым и был на убиении скотины. Сегодня это проговорили, мне эта история очень понравилась, убиение скотины.
Я туда ввязал, что раз уж теряется младший сын, значит, теряется наследник. От этого отец не выговаривает особо ничего, да, но что-то должно произойти в переломный момент, когда он все-таки своей дочери выскажет, что она виновата в том, что наследник потерялся. Помощник младший, да, старший сын уходит из семьи, помощника у отца больше нету, только дочь. И если дочь будет присутствовать на убиении скотины, будь то это овца или свинья или корова, я лично присутствовал на таком мероприятии, и прямо при мне пытались заколоть свинью, но не в сердце ее кололи, а за ухом, по-моему, потому что там можно перерезать какое-то нервное окончание, да, и меньше крови от скотины идет, разливается внутри в мясе. И когда я это наблюдал, промахнулись. Я был третьим, то есть был отец, был его сын, и они мне даже не родственники, но так как я появился в это время у них, они мне разрешили присутствовать. Я в сторонке стоял и наблюдал. И именно в моем присутствии отец промахнулся и не попал в нужное место. Воткнул нож второй раз за ухо и опять промахнулся. И тогда началась очень серьезная паника со всех сторон. Отец запереживал очень сильно, что промахнулся. Свинья удрала и начала по хлеву бегать туда-сюда. И я в этот момент испытывал мега-колоссальный стресс. Мне внутри я переживал во-первых, за скотину, да, что над ней, получается, происходит издевательство. И она уже чувствует, что ее пытаются убить, но убить не смогли сразу сходу. Вот в этот момент, если вставлять сцену с приношением убиения скотины, вот тут отец как раз-таки может очень сильно обозлиться из-за того, что у него не получилось, потому что помощника нету, он один это делал. А дочь была рядом, находилась, и когда он начинает гневаться на нее, высказывая ей все проблемы, связанные с тем, что она потеряла сына, из-за нее потерялся его сын. А она в этот момент может просто смотреть на скотину и офигевать от того, что сейчас скотина не может толком умереть, и убиение происходит некорректно. Тут элемент хоррора, оно уже сюда может уместным быть. Нет убийств каких-то людей, никто никого не убивает. Есть обычное убиение скотины, повседневное для удмуртов как минимум, для любой деревни. Но при этом здесь очень может быть хороший качественный стресс для зрителя и передача информации через гнев отца на дочь. Окей, еще что-нибудь? Я все записал. Так, можно мне сказать, да? Ну, во-первых, ситуация с забоем, не убиение скотины, а это забой скота называется, потому что для деревни это абсолютно естественная ситуация. И, кстати, маленьких детей туда никогда, по большому счету, в нормальных семьях не допускали. И даже отправляли куда-нибудь в другой дом по деревне для того, чтобы они принесли, причем это было иносказательно, принести подпорку для легких. То есть для легких животного, которые будут варить и так далее. И пока он ходил там, например, по деревне и искал вот этот пакет, в это время уже все было закончено, а мертвая скотина, она уже не так воспринимается, вот эти ее страдания, когда вот меня, например, отец всегда щадил. И забой скота для крестьянского хозяйства – это совершенно естественный процесс, потому что, во-первых, как говорят, нельзя, вот вроде кормил, да, нельзя жалеть, потому что ради этого, значит, скот и держат. И причем это еще оправдывали тем, что это не нами заведено, это старики так, значит, делали, и, значит, вы точно так же должны поступать. Это правило. И потом, а все того, что вот убиение животного, это интеллигентские штучки, которые уже сейчас вот в связи с экологическими нашими этими проблемами, да, там
мясо есть нельзя, там и прочие эти всякие веганы там и прочие и так далее. Поэтому, вы понимаете, мы все время препарируем какие-то такие вещи, которые были естественны для крестьянского хозяйства. И поэтому, когда мы переносим вот эти вещи уже в современность, мы изощряемся, мне кажется, в том, на что мы не должны обращать внимание так, как нам это кажется. По жизни это все по-другому. Понимаете? Татьяна, как вы нас Да нет, интеллигентские штучки. это действительно так. Я сама, меня отец абсолютно с щадил. Я этим говорю, согласен. я туда вообще не ходила, потому что мне было жалко. Мне было жалко, я уходила. И потом, когда я уже приходила, как говорится, ну вот все, уже нет. Или, например, ситуация, когда вот какой у меня милый теленок, он такой ласковый, он хороший, раз, как говорится, пришли, его забили. А чего? Так он и есть много стал. Вот вы понимаете, ну, мир, он жестокий, да, но вот что такое жестокость по отношению, ну хорошо, давайте не есть шашлыки, давайте мы вообще все, как говорится, перестанем есть мясо, да, но ведь оно каким-то образом появляется, и делать из этого вот какую-то суперситуацию, где вот прямо стресс такой происходит, ну, наверное, тонкие натуры, наверное, с ними так и происходит, но если это надо, значит надо. Ведь, кстати, вот я думаю, что в крестьянском хозяйстве, то есть вот в деревенской жизни, оно так и происходит. Раз надо, значит надо. Это тоже по отношению к животным, ну, тот же фатализм. Я не права? 100%. Дим, это к Хотя тебе бы вопрос. Поддерживаем. Просто здесь слишком много тонких натур, кто участвует в фильме. Смотрите, Да. во-первых, наша героиня может присутствовать, потому что ей может быть 18 лет. Мы все-таки в сценарии в воспоминаниях, когда мы это показываем. То есть у нас есть реальность, когда она уже приехала сюда на похороны, и у нас есть воспоминания. И героине может быть 18 лет. Во-вторых, раз уж у нас жертвоприношение скота – это вполне себе забой скота, вполне себе обычное дело, быт, так почему бы нам его и не показывать? Тут суть в другом, что не произошло это обычным процессом, да, и потому что отец был один, сейчас забивал скотину, а помощника нет. И я только с этой точки зрения анализирую. Он один без помощника, то есть сына, которому на тот момент, сколько может быть, ну, 16 лет он может присутствовать, ну, пускай ему 18, а ей 25, к примеру. То есть это именно тогда, когда сын уже был бы подрасти, но не подрос, он пропал. И отец один не справляется с забоем. И драматургия в том, что забой происходит некорректно. Скотина не умирает простым способом. Она, точнее, вообще не умирает, ну, она начинает мучиться. И вот тут, раз уж мы в стиле хоррора, да, мы как раз можем переживать за скотину и получить информацию, как отец гневается на дочь. Я вспомнил Из-за совершенно... этого отец гневаться на дочь не будет в этой ситуации, потому что это не ее функция забивать скот. Вы понимаете? Это не ее функция. И потом в деревне всегда один человек никогда это делать не будет. Это только будет очень искусный человек, если он один может с этим справиться. К нему придут просто соседи, помощники и так далее. Понимаете, это та ситуация, которая оторвана вернее, она противопоставлена городской жизни. И поэтому вот здесь как раз нужны нюансы, когда действительно отец может быть один, когда он может почувствовать, что он... Не надо тут тоже, в общем-то, мне кажется... Ой, а то у нас привыкли все вот эти...
вот действительно убиение животного превращать в это самое в искусство, я против этого. Потому что иначе получается, когда вот даже фильмы снимают, потом все начинают протестовать, говорить о том, что, ну, по разделыванию, как говорится, туши, чтобы не получилось так. Ну, я как удмуртка, вот в этих случаях, я честно признаюсь, я против. Хотя вот фильм Лёвы, как раз он ведь там не показывает сам забой, это когда уже просто, как говорится, жертва вот в виде головы там и костей жертвенного животного, потому что голова и кости – это уже как бы тот остов, который сохраняет самые основные части животного, которые как бы сохраняют целостный облик. Это совершенно другое по сравнению с таким забоем там и так далее. Ну, в общем, это опять-таки мое мнение. Можно я расскажу совершенно? Я тут ни с чем не спорю. Давайте еще по сюжету, ребят. Вы Замечательная история. Илья, поверните меня ко льву. Ко льву Лев расскажет. Поверните меня, веки поднимите. Хочу историю от льва. У меня Спасибо. брат, которому было лет 6, наверное, услышал, что папа с мамой говорят, ну вот котятки родились, надо было утопить. У нас ружье было, двухстволка, 12-го калибра. Брат у меня, 6-летний, вытащил ружье, сел рядышком с котятами, со своими любимыми, и сказал, если вы только сейчас подойдете, я вас расстреляю. Ну, на самом-то деле, вот со скотиной, мне кажется, совсем не туда идем. Совсем не туда идем. Если уж такой сюжет вдруг теряется мальчик, представляете, живой человек, родные люди. Я вот сейчас только, я представил, что у меня сын теряется. И мы с дочкой рядышком, а у меня сын теряется. Нифига себе, нифига себе. Что я могу в этот момент делать? Я не знаю, какие мои чувства. Что во мне происходит, папе? Я как отец. Жуть, это жуть. Внук сейчас, вот я в бане внука мыл, помогал в этом у меня сын. Сына, посмотри, пожалуйста, за внуком. Я болюсь быстренько, жарко в бане. Я только обливаюсь, а у меня же внук на пол летит. Как я вдарил сыну. Я говорю, ты не можешь посмотреть, вот секунды ты не можешь оторваться от своих идей каких-то. Присмотреть за внуком не можешь? Вдарил. А если совсем теряется? Так я, извините, вообще с ума можно сойти. Просто ребенок теряется. Виновата, не виновата в этот момент, просто может все что угодно произойти. Что может произойти? Я не знаю. То есть, может быть, она внутри себя почувствует уже виноватой. Может быть, отец сделает ее виновной. Я не знаю, я не знаю. Я понимаю, что происходит внутри отца. Вот о чем я. Вполне возможно. Вполне возможно. Вов, мы же с тобой Кстати, изначально так и начинали, да, Татьяна, перебью маленько. То, что она закрылась, она поняла, что это она виновата. То есть, мне кажется, ей там уже было без разницы, как относится к ней отец. Она поняла сама. И сама уже потом от этой проблемы решила избавиться и уехать с этого места. А то, что там отец нагнетал или там по пьяни нагнетает, ну, это как дополнительный такой доп к усугублению. Значит, ты совершенно прав, и я просто слушаю историю ребят, потому что это мне самому помогает разбираться. То есть у меня нет никаких возражений, я хотел услышать замечания по сюжету, я их пока не слышу, я просто вижу то, что я не очень корректно понял, мы это исправим и сделаем историю про коалу, это гораздо более аутентично и классно.
Мне кажется, Вот. в То есть, данной ну, типа, я бы ситуации хотел... без просто и папа, и дочка ушли они в себя. И они меньше, они просто перестали друг с другом разговаривать. Вот и все. Перестали замечать друг друга. Это страшно. Вот это действительно правильно, потому что я хотела сказать, что отец-то тоже чувствует вину свою, Конечно. потому что эта ситуация произошла. Вот они оба понимают, что произошло, они оба переживают, и вот это вот очень правильное замечание, Лёва, то, что они в ужасе перестают друг с другом общаться. Если раньше были вот эти взаимоотношения теплые в семье, то вдруг все обрывается. И девушка, виня себя в этом, решает как-то избавить от отца, что ли, вот от, ну, не быть на глазах или еще что-то. Ну, как-то вот так вот. Но они оба чувствуют свою вину в том, что ребенок потерялся. Исчез, погиб вообще-то, по большому счету. То есть, в принципе, ну, то есть изначально у меня, в общем, было правильно. Значит, хорошо, я считаю, что... Давайте, ребят, еще раз, сюжет напомнить есть. Мне хочется просто больше услышать про свою идею вокруг похорон. Вот, ну, мне кажется, это такие вещи более... Ну, типа, я абсолютно с вами согласен, я просто сделаю, как вы сказали вот сейчас, мы пришли к этому выводу. Лев, Татьяна, Дима, Саша. Прости, пожалуйста, я не вижу, мне очень отсвечивает, я не вижу, кто там сидит рядом с Дарьей слева. Привет, если что, я просто не вижу, мне не видно. Классно, что я все слышу, это реально то, что ты говоришь, все слышно, и я добавил это в текст. Мне бы хотелось услышать больше замечаний по поводу того, значит, сейчас, все, что мы сейчас не исправим, уже потом исправить будет очень сложно. То есть я назвал 4 ключевых события, которые происходят с нашей героиней. После того, как у нее, значит, потерялся брат. Сначала она получает сообщение от отца, который хочет с ней наладить связь, от умирающего отца. Она не знает, что он умирает. Она приезжает, узнает, что он умирает, и идет подготовка к похоронам по удмуртским традициям, которые я вычитал в книге Николая Анисимова. После этого происходят сами похороны, которые имеют такой оттенок, что они хоронят человека, который еще и встает. Поэтому это своя специфика. Вот. И мы берем и атмосферу, которая у Льва в фильмах, и берем, опять же, Николая Анисимовские наблюдения. После этого усугубление второго акта в том, что возвращается этот же отец, ну, дух отца, да, но возвращается в ужасном, извращенном, чудовищном виде, который требует человеческой жертвы, который мы берем из мифологии, из статей Татьяны. После этого начинает требовать кровной жертвы, героиня сталкивается и узнает, что вернулся не дух отца, это просто антагонист, притворялся отцом, чтобы своих целей добиваться. После этого героиня побеждает этого антагониста и возвращается домой. Поэтому вот по этой канве мне бы хотелось услышать какие-то замечания тоже. Я сказала, что этот дух требует кровавой жертвы? Это я сказал. Я такого не говорила. Вот я не Нет, помню. нет, это я сказал. Я сказал, что он требует. Я сказал, что я буду делать этого духа на основании ваших замечаний, статей и вашего сценария. Я буду делать детали на основании вашего сценария. Перевернутые свечи в зрачках. Вот это все. Но сюжет в том, что возвращается раз папа, мы подождите, Володя, значит, если похоронили отца по всем правилам, то, что его как, видимо, чтобы он не приходил, а тут вдруг кто-то появляется, это получается неправда жизни, потому что он появляться уже не должен. Это не он появляется, Татьяна, это появляется наш антагонист, наш человек, который всех там убивает, он с мистическими некоторыми силами обладает, появляется чудовище, которое притворяется отцом для героини, чтобы ее затащить в лес опять в эту коалу, в этот лут. Ради чего? Чтобы убить ее. За что? За то, что она нарушила табу, за то же, за что ее и брат исчез. Но одна жертва уже принесена, это брат. Этого недостаточно? Ну, недостаточно, я думаю, да, недостаточно. Пока не понимаю. Должна переварить. Хорошо, давайте подумаем еще об этом. Лев, что-нибудь скажете? Да, дух отца должен защитить, наверное.
Причина появления Да, я духа. так и думал. Причина появления духа пока непонятна. Пока непонятно. То есть он из-за чего-то должен появиться. Причина какого духа? Вот У нас зло. два духа. У нас, смотрите, Лев, я объясняю сейчас. У нас дух отца, который добрый, и у нас есть дух Полысмурта, который злой. Да. И Полысмурт действует, делает, но все думают, что это делает дух отца. На самом деле это делает дух Полысмурта. Причина его появления. Откуда? Зачем он появляется? Хороший вопрос, не знаю ответа. Есть идеи? Но, может быть, дочь придет опять на это же место, только уже в свои 27 лет. Вот похоронили, и после похорон она решила опять пойти на то же самое место. А женщину туда нельзя. Если у нее найдется повод туда идти, причина, Так. еще раз прийти туда. Так, Осознанно. но она уже знает, что туда нельзя. Ситуация уже была, прецедент был. Да, она Зачем? осознанно туда идет. Чтобы этот дух появился. Ну, то есть она знает, что если она туда придет, то жертва должна появиться какая-то, жертвоприношение должно быть. Она там была когда-то один раз давно, Ну, и потерялся ее брат. И теперь она ради осознанно чего? туда идет. А ради чего? Отец Чтобы уже вызвать, умер, может быть, дух. брата уже нет. Ради чего она еще туда пойдет? Для того, чтобы себя в жертву принести? Злой дух требует, чтобы либо старший брат, либо мать погибли. И она идет сама, чтобы сама себя отдать вместо них. Сумнівачки однако йдуть, що. Сомневаюсь. Почему? Сомневаюсь. Угу. Ну, имею право Было на ответом, сомнение. как бы это могло быть? Хорошо. Если девушке плохо, Татьяна, как это могло бы быть? может быть, Пока не знаю, должна подумать. Пока не знаю. Подумаем. Буду думать. Хорошо. Еще кто-нибудь, что-нибудь? Замечания, мысли, предложения? Ребят, у меня пропала связь, я не понимаю, меня слышно, видно, Слышно, что слышно, происходит. нормально. просто молчим, думаем все. А может быть, это от балды? Ничего не вдруг? понимаю. Ничего не Может быть. слышу. Не слышно? Дядя Вова? Алло. Алло. Все, нету. Вот видите, злые духи. Тебя слышно, Полысмурта. Лев. Да, Лев, тебя слышно. Проговори, пожалуйста, свои мысли, пока у нас Владимир переподключается. Сейчас. Я тут привела Егора, познакомимся, да. Работаю с молодежью сейчас и хотела тоже молодежь как-то вовлекать. В общем, Егор пишет музыку. Пару слов о себе можешь сказать? Вроде получилось. Я перезашел. А вот теперь я тебя не слышу. Раз, два, три, 4, 5. Вот, все слышно, все. Всё. Да, зайчик вышел. Вышел Полысмурт погулять. Чувство вот этой вот девчушки, чувство вины, конечно, есть в потере брата и в смерти, отца нету. И вот то место, где вот был запрет, где она нарушила место, может быть, это вот какой-то вот старый дом, остатки этого дома. Чтобы закончить с этой историей, она решила все поджечь, этот домик, чтобы все закончить. Крест поставить на всем этом, на всей этой истории. Да, с точки зрения психологического излечения, да, это могло быть, это действительно, психологи, наверное, с этим согласятся.
поставить точку для того, чтобы мысли свои больше себя не угнетать, себя лично. А тему то, что это все произошло вот в этом в Луде. То есть, получается, они Я тоже должны бы этого хотел. сжечь этот лут, тоже не по-удмуртски. Это совсем будет дико, наверное. Да, Татьяна? Я согласна, потому что вообще, даже если это не функционирующее святилище, там вообще ничего трогать нельзя. И если сжигать, то есть вот сжигаются, кстати, сжигаются, когда Куала, например, вот родовое святилище уже не функционирует, и люди понимают, что продолжать дело некому, то сжигается утварь сжигается, и зола отправляется по реке. Это по всем правилам. Но полностью все это сжечь, у нее рука просто не поднимется, потому что это не в ее воле и не в ее праве. И потом, тем более это место, оно уже, как говорится, там уже то вот святотатство, когда погибает мальчик, исчезает мальчик, уже однажды сделано, и она второй раз все это делать, она уже не пойдет, по моему мнению. Потому что, во-первых, опять-таки, это место, которое предназначено только для мужчин, она уже однажды получила урок. Там ведь тоже были уже развалины только, там уже не было ничего такого функционирующего. Но связать с этим местом, пойти на это место для того, чтобы просто пережить еще раз, или ради чего? Вот я говорю, я пока не могу понять для себя. Я тоже. У меня нет ответа, я вообще про это, честно говоря, не думал сейчас. Ну, в смысле, мне было интересно понять, можно ли провернуть эту штуку. Ну, в смысле, если так общую логику рассматривать, то это фильм о принятии смерти близкого человека и о принятии себя, поскольку у нас изначально заявлена история про принятие своей культуры, то это фильм про принятие себя и про принятие себя в смерти близкого. И поэтому оно, в общем, рассматривает всю эту историю как, ну, то есть, как образный ряд вокруг смерти, что сначала это что-то, с чем ты не можешь осознать, не можешь принять полностью, потом ты принимаешь, на тебя нахватывает ужас, и потом ты отпускаешь. И просто это метафоризировано и в жанре внутри. Вот. И в конце взять под контроль свои эмоции, свое горе, свой страх, вот это все. Если совсем брать такой, ну, как бы глубинный слой этой истории, чего эта метафора? И мне было хотелось понять, ну, то есть, типа, подойдет, вот давайте такой вопрос сформулирую сейчас. Подойдет ли это, вот эти вот традиции, ритуалы и вот эти особенности под то, чтобы показать вашу культуру? Давайте вот так. То есть мы берем похоронный ритуал, ритуал похоронения покойника беспокойного, и вот вокруг луда куалы простите, на дереве мишка куала, который, и, значит, и история вокруг того, что вокруг табуированной темы исчезновения ребенка. Это презентует удмуртскую культуру? Вот такой вопрос к вам. Думаю, что да. Конечно, это не самая популярная вообще про смерть, да, такая идея. Изначально я вот вообще не представляла, что мы про смерть, про похоронный обряд будем делать кино. Но мне кажется, это супер интересно, потому что такого никто еще не делал. И вообще... Скажи спасибо Николаю, который на втором занятии навалял мне, сказал, что я ничего не знаю, вот книжку читай, делай так. Тот и повлиял. То есть мы же изначально так и планировали, что кто вливает свое, тот и получает. И я думаю, что если мы правдоподобные характеры сделаем, то у нас все получится с этим сюжетом. То есть отец, который... Я вот даже примерно представляю такого, как Лев, очень с характером, когда надо, скажет свое веское слово, когда надо, там, сдержанно как-то себя будет вести. Я пока совсем не понимаю, какая мать, но, видимо, мы еще и не обсуждали, да, там, ну, то есть каких-то еще хочется персонажей понять вокруг, чтобы лучше понимать наших героев. И, ну, не знаю, мне пока все нравится. Вот мне не совсем понятно вот эти вот
события, да, о чем ты тоже говоришь, давайте подумаем, из-за чего она вернулась или какие-то там эти переломные моменты, да, вот насчет сюжета, вообще построения. Короче, я тоже думать буду. Я специально для Рели записываю лекции, в которых все очень подробно рассказываю. И там все есть. Ну, то есть там есть все, как я к этому пришел. Я просто даю какой-то дайджест, чтобы было что обсуждать. Ну, я не Вот, мне кажется, мы сегодня очень продуктивно вывели вот этот флешбэк. Мгм. Я просто последнюю не успела послушать, а так, мне кажется, все слушала, смотрела. Кто-то еще? Хорошо. Ну, там есть про мать. В предпоследней есть про мать. И я хотела сказать, что увлекаться вот похоронным обрядом, мне кажется, тоже не стоит. У Поли там слишком много всего, и там набрано, конечно, все имеет место быть. Но вот, Володя, вы сказали, что она приезжает домой, там уже он еще не, он еще не умер, а они уже готовятся к похоронам, что ли? Нет, он умер, но еще его не похоронили, не закопали. Володя, вы... Он в доме лежит. Ну, он лежит, да? То есть там, где стол был яс, там гроб стоит, да? Да. Ну, Не гроб, еще гроба нет. Гроба ну, еще можно не... это, да, потому что... А что, это прямо весь процесс будет показан? Я хотел, знаете Может что? быть, Я хотел обязательно... дело в том, что то, что... Да-да. Я не буду Да, показывать не весь слышно. процесс, я покажу то, что... Слышно, да? Я покажу то, что мне кажется наиболее Да. жутким. Это, значит, вот эта подготовка к отмыванию, прощание и песни покойника. Вот то, что я хочу здесь взять. То есть, ну, все оно будет, просто на закадром будет. В кадре, я думаю, будут вот эти моменты. То есть на отмывание родственников же нельзя, значит, соответственно, родственники будут сидеть снаружи и ждать. Вот. И плюс то, что вот труп в доме лежит, гроб к нему готовят. Там есть целый цикл ритуалов, часть из которых очень страшные, я бы хотел их использовать. Надо будет поддерживаю, Колю там- перечитать тогда. Да, Ну, Вова как раз самое видеофайлер. это... Да-да, Татьяна, продолжайте. Просто, ну, я не знаю, что вы выбрали, но вот самое такое, ну, традиционное или оптимальное для меня это вот гроб, когда едят родственники, и его не оставляют одного никогда, там горят свечи, да, скажем, Да, именно это. И сидят вокруг несколько человек, разговаривают, говорят о покойном, там, значит, вспоминают истории из его жизни, так и так далее. Но обмывание, это что там в обмывании может быть? То, что приносят воду из реки, зачерпывают, как говорится, по течению, там какие-то вот такие моменты. Да. И плюс, Татьяна, я хотел что сказать. Я просто точно знаю, что обмывание будет, просто не факт, что оно будет в кадре, потому что обмывание – тот момент, на который родственники не участвуют. Соответственно, я могу взять всех родственников, мать, отца, мать, героиню и брата, посадить их на заваленку, и они могут о чем-то поговорить. То есть я точно знаю, что у меня это будет, просто не знаю, как именно. Что касается того, что вы сказали, это именно тот обряд, это именно та жуть, которую я хочу показать. Что покойника не оставляют, плакать нельзя, то он прожжет ему кожу на том свете. Это то, что я хочу большой ложкой туда пихать в сценарий, потому что это и само по себе страшно, и плюс очень аутентично. Это не страшно. Вы просто этого не видели еще, я видела. Вов, а там же было Это страшно, страшно. когда... Особенно, когда близкие, там, скажем, вот говорят, там страшно, пугаются. Вот у нас еще есть такое правило, что если это родители, они никогда не пугают своих детей. Опять-таки, как бы фаталистическое такое отношение, что это естественный процесс, который, в общем-то, имеет место быть в нашей жизни. Я вспомнил совершенно такую немного Хотя страшную... это очень больно, хотя это больно и страшно, действительно, это больно и страшно, когда родной человек уходит. Но Татьяна, извините, это пожалуйста, естественный процесс. сейчас перед тем, Да. как Лев скажет, я просто на него сошлюсь.
А если вы считаете, что конская голова на дереве, которая белая и дребезжит костями, это не страшно? Ну, я это видела, и для меня это не страшно. Это смотря когда, Лёва, прости, значит, это когда она возникает в темноте и вообще, ну, скажем, в чаще леса там и так далее. И, кстати, в Луде как раз вот эти деревья, там могут быть конские черепа, потому что как бы уже упавшие там к подножию ели, потому что там веревка сгнила там или еще что-то. То есть вот Татьяна, эти нюансы могут быть, да. Да, Татьяна, речь о том, что мы просто разное понимаем в понятии «страшно». Когда мы только начинали это, вы мне, помните, задали вопрос, что такое страх? Да. Я сказал, страх Да. это не когда тебя пугают из-за угла монстр. Страх это когда ты не знаешь, что произойдет. Вот если ты идешь на фильм, которым написано «ужастик», и там лежит труп, даже очень близкого человека, рядом с ним стоит герой, то если мы просто это покажем, Дима не даст соврать. И просто задержим на этом кадр, вот она стоит. И вот она стоит там около свечки, читает книжку, а у нее за спиной труп, то зритель будет стоять и бояться, потому что он думает, а вдруг труп встанет. То есть это просто как бы, это именно тот уровень страха. Я не хочу монстров, я не хочу, не знаю, огромных людей с когтями. Я хочу ощущения перманентного напряжения, перманентного такого жуткого ползучего ужаса. И история про то, что труп лежит в доме и вокруг него поют песни, Татьяна, это же именно тот уровень жути, которого я жду от этого фильма. Все, я закончил. Песни в это время, простите, песни в это время не поют. А я вот сейчас найду ссылку на Николая. Во время похорон не поют. А я вот Они могут петь на поминальном обряде, да, на поминальном, на Евхарчетон, то, что было у Лёвы, но не на похоронах. Это только когда уже могут нести на кладбище или вернувшись с кладбища. А когда у гроба никогда не поют. Хорошо, я уточню этот вопрос, но когда я буду писать, я буду просто по Николаю это делать. Вот я вспомнил одну историю в деревне, из своей деревни. Умерла женщина, а ее сын был в армии. То есть все должно быть, все нормально, телеграф, это лет 20 назад, наверное, уже было, я не сильно уже помню. Телеграмму выслали, он должен приехать, сын должен приехать. Могилу выкопали, а его нет, сына, его нет. И вот здесь тоже история такая, могилу нельзя оставлять. Должен быть рядышком всегда человек. То есть выкопали могилу, ночью, даже ночью должен сидеть там человек. Должен быть человек. Вот такая вот история. Ну, вот сидели, там может быть человек, но... Сидели люди, ждали, ночью сидели, охраняли могилу. Вот. Выкопанную уже могилу. В ожидании сына. Ну, я не знаю, в ожидании обряда, скажем так. Ребят, ну не жуть ли, а? Ну не жуть ли? Это жуть, согласна, это жуть. Для нормального человека. Можно, да, сказать? Давай. Создать ситуацию, когда труп остается один. Ну, какую-то такую ситуацию. Там что-то падает или что. И в это время вот за духом этого человека вот у нас может прийти Палесмур. Палесмур в деревню и в дом не... Нонсенс. Палесмур, ну кто-то что-то раз охраняют, дух что ли этого человека, мертвеца, чтобы дух никуда не делся, значит тут тоже должно что-то произойти. Ну я так думаю. Вов, а то, что ты еще описывал, это когда вот про умершего человека, у которого ходячий, да? Там же отдельный обряд, как его хоронят. Я думал, что вот это будет самое страшное, там головой вниз, когда. Значит, Влад, я хотел делать нарастание страха. Сначала жутко, что он просто мертвый лежит, вокруг него ритуалы, потом жутко, что его хоронят, когда он уже, чтобы он не вставал, а потом жутко, что он начинает уже, ну, прям всякую жесть творить. Ну, это же драматургия, она должна расти. Вот. То есть, да, ну, я считаю, что, типа,
вполне... Это само по себе ваши ритуалы настолько жуткие и классные, что даже там, в общем, убийств и трупов не особо надо. Я цепляюсь конкретно за одну тему, это за песню покойника, которую он записывает заранее. Я мечтаю это вставить куда-нибудь, что он поет песню, он мертвый, он поет песню. Это вот так жутко, так круто. Это обязательно будет. А эта песня А есть все на уже? остальное я буду... Нет, ну я думаю, Саша нам ее сочинит. Где Саша? Что он ушел? Саша у нас специалист по музыке. Да, Саша отошел, ему там надо было срочно бежать. Лео говорит, что у каждого человека своя песня, да, любимая? То есть он может быть песню Ну, перепевать. тут и сочинять ничего не надо. Возьмите фольклор, все записи. Можно по ним сочинить там или еще что-то. Но, в принципе, это Так, все ну песни надо, есть. да. И Ну, даже это уже- песни без слов, понимаете? Они песни без слов. Это северная традиция, когда, так сказать, заплачки об умершем там муже, там сыне, дочери и так далее. А без слов это что как? Это они- навывание? А? Песня без слов это как? Ну, они на междометные слова, на семантические слова. Ой, дой, вот ты ушел, ты вот умер, на кого ты нас оставил. Это как причитания русские. Но они без, только с вкраплениями такими, с некоторыми выражениями. А так это, вот они, песни без слов, они у нас так и называются. То есть это напевы, крежи. Напевы Крезия записал. Татьяна, а можете нам скинуть? Ну или Ну, прямо Алена? так скинуть. Ну, я это в архивах, поэтому я в понедельник. Надо достать. Чтобы мне не забить, Владислав, вы мне, пожалуйста, напомните, чтобы я в понедельник там что-нибудь получила Хорошо, я вам в обед в наберу. архиве. Да, спасибо. Мгм. Кайф. Что еще кто скажет? Влад, комментируй. Ребят, Все уже все устали? Я сегодня настроился до победного конца до сидеть. Вы меня победного. вчера отлично. сделали мне замечание такое, типа 2 часа нам мало. Ну хорошо, будем сидеть 5 часов. А кто сделал тебе замечание? Кто это Не такой надо 5. дерзкий? Не надо 5. Просто по прошлому занятию был фидбэк мало, что я вам даю мало сказать, и что мало времени. И поэтому я сегодня выделил все, пожалуйста. Просто видите, ребята, у меня на 4 часа позже, и для меня это воскресенье вечер. То есть для меня, типа, это немножко другой часовой пояс. Поэтому мне это нужно по-другому время распределять днем, чтобы вечером мозги работали. Кто еще что скажет? Задай Давайте, вопрос, я просто сижу, позже будет записываю. решаться. Мне нужно восполнить пробелы, и я все посмотрю, и свои сразу идеи тебе лично накидаю. Вы дублируете в чатик-то, как бы, что-то как-то информация-то мимо. Я вот статью Татьяны не видела, например, хочется почитать. Татьяна, мне Влад скинул, мне скинул Татьяна, мне ее скинула лично. А нам никто ничего Вот. не Да скинул. я тебе скину. И я Сейчас я хочу тебе отправлю, Так. прямо сейчас я тебе отправлю. Подожди, Ален, это не статья, это так называемый сценарий. ну, Был. его-то Нет, я сценарий видела, был в но чате. еще- Нет, речь же о какой-то Нет, в чате не статье. было. Да? Ну ладно. У меня вопросы по понять примерно по датам, как бы, когда у нас съемки, что, потому что очень хочется участвовать, Так, но значит, это отличный просто вопрос, и сейчас я скажу, какие у нас условия для этого есть. Значит, я вам дам сценарий я планирую, я там написал расписание, 1 марта я планирую дать драфт, который можно показывать кому-то. Вот, но это будет драфт, который то есть хотелось бы, скорее всего, мы закончим в первых числах мая, после того, как вы все выскажетесь по сценарию, который уже будет. Я не знаю, сколько у вас понадобится времени, чтобы это все прочитать, вычитать и исправить. Но, в принципе, мы можем точно быть уверены, что в середине мая на 100% будет сценарий. Вот, понятно, что он будет правиться дальше. Подготовительный период к такому фильму не имеет смысла делать меньше 2 месяцев. Просто не справитесь. Вы слишком непрофессиональны для этого. То есть 2 месяца минимум. Соответственно, самое раннее, когда мы можем начать, это август. Но есть какой нюанс. Я не знаю, когда у вас снег, и если вы думаете, что мы что-нибудь снимем совсем осенью, когда плохой свет и много дождей, и срываются съемки из-за того, что идет дождь, это тоже большая ошибка. Я бы рассчитывал август-сентябрь, если меня спросили. Но я бы писал под август-сентябрь.
Ну, я соглашусь, потому что ноябрь — это уже совсем кромешный мрак, рано темнеет, и у людей в ноябре уже там дела всякие, и сентябрь, кстати, тоже весьма... Но это к Владу вопрос, потому что у него в руках финансы и все остальное. Вот это только от него зависит. Но вы скажите мне пораньше, когда вы решите снимать, потому что это играет на сценарий вообще-то. Ну, типа, какой год, там, какое время года. Типа, это же тоже важно. Ну, я думаю, что вот как раз после первого драфта, когда я буду раскидывать, я же хотел привлечь Якут, мой первоначальный план. И если он выигрышный, то мы уже будем, конечно, и под них подстраиваться, потому что у них сейчас тоже идет Ну, параллельная знаешь, что работа. можно сделать? Вообще есть такая хитрость маленькая, ее киношники используют. Мы можем снять сцены в интерьере когда угодно, на самом деле. Для этого не нужно заморачиваться. Нам главное снять экстерьерные сцены. И если у нас такая ситуация, что есть какой-то, не поймем, укладываемся, нет, я могу написать просто такие экстерьеры, которые быстро снять, для которых ничего не надо. Вот. А все действие, весь экшен перенести в интерьер, например, и с этим работать. Ну, то есть, если мы в августе не снимем экстерьер, то мы переносим это на следующий год, я вам практически это гарантирую. Потому что зимой нифига не снять, а осенью очень поганый световой день, и для документалки это плохо, а для игрового фильма это вообще смерть. Ну, то есть, типа, если мы в августе, в сентябре не снимем все экстерьеры, то, скорее всего, до экстерьера будем доснимать уже, получается, в мае следующем. Потому что пожелтеет листва, и потом это никак не будет свести. Ну, вы не сведете просто это потом. Будет 2 кадра, которые девушка бежит в одном лесу, в котором зеленые листики, а в другом уже желтые листики. Это будет называться удмуртская мистика. Да. Это будет называться «Долго бежали». Ну, то есть можно подумать. То есть, опять же, если мы будем не укладываться, то я просто сценарий перепишу, и чтобы мы уложились. Но часть я серьезно, Влад, планирую на август-сентябрь. Хотя бы часть, хотя бы 5-6 съемочных дней сцен, съемочных дней. 5-6 съемочных дней, если вы будете выработку хотя бы 3-4 минуты делать, то можно уложить туда довольно много чего. Друзья, давайте Потом уж там отталкиваться от сценария. Как сценарий будет готов, потом за логистику возьмемся. У нас сценарий, он как бы пишется, Дим, в том числе и под вас тоже. Я же человек-то с пониманием, в смысле, это же на мои творческие замыслы это очень мало влияет. Вы мне просто скажите, под что написать. Я хоть под зиму напишу, мне все равно. Август-сентябрь я поддерживаю. Экстерьер, август-сентябрь. Да. Ну, Дима, видишь, он тоже грамотный киношник, он понимает. Что мы не снимем просто в октябре, в ноябре, мы запаримся, ничего не получится. Так, а можно я понимаю правильно, вопрос? Дим, что мы... Давайте, Татьяна. Ага, а актеры-то у нас кто? Кто играет у нас? Не знаю пока. По переговорам еще я не ездил, до Москвы не добрался. 10-го будет. Ну, короче, я так скажу, вот насчет, короче, чего. Значит, у нас следующая неделя будет посвящена жути. Вот мы на этой неделе пишем жуткий синопсис. После этого будет, я правильно помню, что у нас битшит, и вот после битшита мы можем начать уже смотреть локации, потому что уже в битшите будет написано, что происходит и где. Соответственно, уже вот через 2 недели можно начать искать локации. Ну, максимум через 3, когда поэпизодник, но поэпизодник это уже... Ну и там уже сразу же по актерам будем думать, когда каждого мы распишем. Ну да, но по актерам лучше думать, когда уже все есть, потому что они сценарий попросят в любом случае. Ну, я так понимаю, у нас вот эта девочка классная, удмуртская, московская актриса, у нас главный Но пока еще никто не знает, насколько надежда. она классная, потому что я ни одной работы не увидел, кроме портфолио, более-менее красивого. Так это твое счастье. Значит, она прискачет тебе в твой Ижевск и будет бегать вокруг и говорить, давайте снимать, я снимусь голая, я снимусь раздетая, давайте пилите мне руку. Мы это любим. И я просто я тебе гарантирую, что люди, у которых нет портфолио, они рвут и мечут. Они не будут такой, ой, ну что-то у меня тут съемки. Так, кто-то хочет тебе что-то добавить? Ну что, мы закругляемся или кто-то еще хочет что-то мне сказать? Или не мне, Татьяне? Дарья, прекрасно выглядишь сегодня. Я тебе отправил все. ВКонтакте. Ну, спасибо всем. Да, классно. Очень рада, что у нас такая интеллектуальная сейчас команда, да, есть о чем поговорить.
Ну и в конце, наверное, как подытожить, может быть, слоган такой. Давай. Все умрут, а я удмурт. О, круто. Вот. Это Вот это классно. я хотел сегодня сказать, и все на этом. Я хочу сказать, что я хочу, чтобы вы обратили все внимание то, насколько кто что свое вкладывает, оно потом появляется в сценарии. Я хочу, чтобы вы просто это заметили и поняли, что писать дяде Вове ВКонтакте очень полезно. Потому что дядя Вова потом это вставляет в сценарий. И все потом работает на вас. Дарили правильно говорит, все, что вы скажете, будет использовано за вас. Татьяна написала, и после этого Татьяна теперь везде, в каждой строчке. Всем спасибо.